До конца года каждому казанцу будет доступен раздельный сбор мусора. Количество претензий уменьшилось на 70%. В 2027 году мусорный полигон в Казани будет заполнен. Альтернативы пока нет. У нас в соответствии со всеми стандартами полигоны, но мы делали их не для того, чтобы к нам везли Лаишево, тем более Зеленый Дол, огромный район, город и район, Пестрецы, Высокая гора. Как в Казани собираются решать ворох мусорных проблем? Репортаж Тагира Валиди. Деньги отдали, а королевами подиума не стали. Вы признаете вину тогда? Без комментариев. В Ахетовском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о мошенничестве модельного агентства, обманувшего клиентов по всей стране. Малафеева обвиняется в совершении 2 эпизодов преступлений. Какие были доводы обвинения и версии подсудимых, расскажет Нафиса Минязова. Новая жизнь с чужой печенью. Как себя чувствуете? Я чувствую отлично себя благодаря вам. Коллаборация врачей РКБ, «Семерки» и онкодиспансера спасла жизнь пациентки из Нижнекамска. Изначально планировалось, что мы начнем с трансплантации печени, а у нас она случилась только в том году. Но мы это сделали, и мы гордимся своим результатом. О первой пересадке печени в больнице номер 7 в Казани. Материал Ильшата Незамединова. Здравствуйте. Сегодня 26 января, понедельник. Начинаем рабочую неделю. В эфире новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. В Татарстан надвигается настоящая снежная буря. В ближайшие 4 дня нас ждут обильные снегопады. Из-за метели видимость упадет до 1-2 километров. Уже завтра порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду. При этом сохранится и аномальный холод. Ночью обещают минус 31, к утру минус 24. Для обеспечения безопасности в Буран некоторые участки дорог могут временно перекрыть. Госавтоинспекция Татарстана обратилась к водителям не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и по возможности отказаться от передвижения на личных авто. МЧС просит жителей быть осторожнее. Выходить из здания рекомендуется лишь в исключительных случаях. В среду, в четверг будем находиться под влиянием активных атмосферных фронтов западного циклона. Временами ожидается снег, причем в четверг местами сильный снег. В последующие 2 суток, это пятница, суббота, тоже сохранится циклонический тип погоды, временами с осадками, метелями, ветром. С начала года только в Казани произошла 61 авария на сетях водоснабжения. Большая часть на минувшей, самой холодной неделе января были прорывы и на системах отопления. Самыми крупными авариями стали потоп на проспекте Победы неделю назад, когда без воды остались 10 домов. В пятницу произошел прорыв теплосетей на Вишневского. Он затронул порядка 30 домов, в том числе 1 садик. Чтобы люди не замерзли, систему перевели с одной котельной на другую. В ряде домов Кировского, Приволжского и Вахитовского районов отключили водоснабжение и понизили давление. Пришлось ремонтировать трубу 83-го года выпуска. А уже в субботу прорвало трубу в ЖК «Победа». Там также отключали воду. При этом по статистике аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше, сообщили в Казанском водоканале. С 1 по 23 января текущего года на сетях водоснабжения произошла 61 авария, что соответствует средним цифрам аварийности за аналогичный период прошлых годов. При этом 50% аварий устранили без отключения водоснабжения. Там, где отключение потребовалось, сроки не превышали нормативных требований. В Альметьевске проверку 30-градусным морозом сегодня не прошел водопровод на улице Мира. Вода затопила как тротуары, так и проезжую часть. На время ремонтных работ сотрудники перекрыли холодную воду сразу в нескольких микрорайонах города. В 11 часов утра без водоснабжения остались 9 детсадов, 3 школы, 119 многоквартирных домов. Частично ограничили проезд по улице Мира. По информации водоканала, подачу воды возобновили только во второй половине дня. С перепадом температур у нас просто-напросто не выдержал стык у полиэтиленовой трубы диаметром 160, его оторвало, и сантиметров на 30 даже он ушел. К концу следующего года мусорный полигон в Казани будет заполнен. Альтернативы ему пока нет. Как выяснилось, обостряет ситуацию ввоз мусора в Казани с соседних районов Лаишева, Зеленодольска, Пестрецов, Высокой горы. Оттуда везут уже 5 лет. Сегодня мэр Казани подчеркнул, обустройством полигонов соседи не занимались ни тогда, ни сейчас. Как итог, бремя несет столица и вынуждена искать участок под новую карту полигона. Детальнее Тагир Валиди. Мы стали заложниками, по большому счету, того, что мы эту работу делали
в соответствии с нормативами и вовремя. 10-я часть мусора в единственном в Казани полигоне, Восточный, на Мамадышском тракте, заслуга соседних со столицей районов. Фактически все они часть большой казанской агломерации и не имеют собственных полигонов для захоронения отходов. Но Восточный уже заполнен более чем на треть. При сохранении нынешних темпов места на нем хватит максимум до конца следующего года. Мы постоянно этим вопросом занимались, и у нас в соответствии со всеми стандартами полигоны, но мы делали их не для того, чтобы к нам везли Лаишево, тем более Зеленый Дол, огромный район, город и район, Пестрецы, Высокая гора. Нам своего мусора хватает, это экологическая нагрузка на город. Мэр поручил региональному оператору по обращению с ТКО и профильным структурам обратиться в правительство республики для решения этого вопроса. При этом отходы в Казань из соседних районов возят сама же УК и ЖКХ. Полигоны для утилизации мусора есть не везде. Чтобы снизить объем ТКО, на мусороперегрузочной станции ежедневно сортируют до 300 тонн отходов. Это на треть больше, чем в 2024 году. Единственная мусоросортировочная станция расположена здесь, на улице Васильченко. Сюда свозят мусор со всех районов нашего города. Около 10-12% мусора имеют шанс на вторую жизнь после переработки. На полигон у нас уезжает после сортировки в двух фракциях. То есть это прессованная фракция и мелкая фракция, так называемый просев. В просеве это обычно 90% пищевки и грунта. Снизить объемы отходов могли бы и сами горожане. В Казани существует 2 точки сбора вторсырья на улицах Васильченко и Родины. За прошлый год там собрали 270 тонн отходов. На переработку идет более 35 фракций, от одежды и стекла до бытовой техники. 3/4 контейнерных площадок во дворах уже оснащены специальными желтыми сетками, емкостями для раздельного сбора. В 2026 году мы планируем дооснастить 100% контейнерных площадок желтыми сетками, чтобы у каждого горожанина, который решил встать на путь экологичности, была пешая доступность и возможность донести свои отсортированные отходы до контейнерной площадки. Ежедневно Казань производит около 1600 тонн отходов. На сортировку уходит около 300 тонн, и уже из них до 12% перерабатываются. Сейчас региональный оператор совместно с администрацией города решают вопрос по аренде нового участка для строительства 3-й карты полигона. Другая проблема – серые возчики мусора. В 2025 году за незаконный сброс отходов надзорные ведомства наложили 113 административных штрафов на 250 000 рублей. Нередко подкидывают мусор именно бизнесмены, которые экономят на оплате вывоза ТКО. По итогам минувшего года количество жалоб от казанцев на утилизацию отходов снизилось на 70%. Наиболее частые запросы на несвоевременный вывоз мусора, информации об экопунктах и заключении договоров. Тагир Валиди, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Набережных Челнах выявили 45 колодцев, опасные для прохожих. Сейчас коммунальные организации привели их в порядок. После поручения мэра Наиля Магдеева городские службы за неделю обследовали почти 13,5 тысяч колодцев, а их в Челнах более 58 тысяч. Массовую ревизию начали по следам трагедии в Менделеевске, где в новогодние праздники погибли 2 детей. В самом Автограде приоткрытый люк обнаружили у остановки Залесный проспект, где едва не пострадал 10-летний ребенок. Проверки продолжаются. Еще раз обращаюсь к жителям. Увидели? Сообщите. До этого нужно 1,5 минуты, чтобы сообщить, разместить в социальных сетях. Мы оперативно это дело увидим. Ежечасно соответствующие службы мониторят и средства массовой информации, и социальные сети. И уверяю вас, оперативно мы эти меры принимаем. В Ахитовском районном суде Казани сегодня началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении модельного агентства Мэри Вэй. По материалам дела десятки женщин хотели стать королевами подиумов и заключили контракты с этой организацией. В итоге ни звездного будущего, ни денег. Ущерб по всей стране оценивается в сотни миллионов рублей. В Казани судят Аделину Малафееву. Она, по версии следствия, была кастинг-директором. О старте процесса Нафиса Минязова.
Вы признаете вину? Без комментариев. До заседания 26-летняя подсудимая Аделина Малафеева и люди, пришедшие ее поддержать, отказались разговаривать с журналистами. Однако слушание дела проходит в открытом режиме и начали его с установления личности. Гражданство России, среднее специальное образование. Сегодня прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. По версии следствия, Аделина Малафеева работала в Казанском отделении модельного агентства Мэри Вей кастинг-директора. Основателя фирмы Марию Бабкину задержали в Москве в минувшем году. Сейчас находится в СИЗО. Именно она, по версии следствия, создавала филиалы по всей стране и обманывала клиентов. Модно, ярко и круто. Они привлекали будущих моделей, обещая им выступления с российскими звездами. Ольга Бузова и остальные были в этом списке. Но, как уверены следователи, артисты об этом даже не знали. На кастинге участники рассказывали стихи, пели и дефилировали. Несмотря на возраст или внешние данные, всем говорили: вы приняты. Но для прохождения обучения нужно было заплатить. Причем не наличными, а взять кредит. Взамен якобы головокружительная карьера в шоу-бизнесе. Осознавая, что им предложено в составе преступного сообщества совершать умышленные корыстные преступления, рассчитывая на получение доходов от преступной деятельности и действий с корыстным побуждением, добровольно согласен на участие в деятельности преступного сообщества. В итоге сотни пострадавших по всей стране. Сколько их в Казани, в суде еще не озвучили. Негативные отзывы на агентство в интернете продолжают появляться. Вероятно, не все потерпевшие еще обратились в полицию. Она обвиняется в совершении преступления, часть 2 статьи 210, а именно участие в преступном сообществе, и часть 4 статьи 159, то есть это мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину и совершенное в составе организованной группы. По каждой из статей максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В совокупности срок может быть больше. Уголовное дело состоит из 99 томов. Обвинительное заключение расписано на 200 страницах. Поэтому сегодня за один процесс дочитать его просто не смогли. Следующее слушание назначили на 12 февраля. Нафиса Минязова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Спустя 2 недели, проведенных в коме после ДТП, скончался 20-летний казанец. Пассажир «Фольксвагена», водитель которого 11 января не справился с управлением на Матюшинском тракте. Легковушку занесло, она выехала на встречную полосу, врезалась в отбойник, после чего «Фольксваген» столкнулся с внедорожником «Тойота». 19-летний пассажир легковушки тогда скончался на месте. Еще 3, включая водителя, госпитализировали в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник аварии все еще находится в больнице. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД», повлекшее по неосторожности смерть человека. После смерти 2-го пассажира статью переквалифицировали на более тяжкую. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину молодой человек полностью признал. В этом году на дорогах республики погибли 26 человек, пострадали 184. Новое достижение татарстанских трансплантологов. Врачи 7-й горбольницы имени Марата Садыкова впервые пересадили печень. Пациент, 56-летняя жительница Нижнекамска Лейсан Хажаева. В конце декабря она впала в кому в результате цирроза. Родственники не верили, что так быстро найдут донора. Он нашелся, и команда хирургов «семерки», РКБ и онкологи взялись за сложную операцию. Как к ней готовилась клиника и как здесь будут развивать трансплантологию, репортаж Ильшата Низамединова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Как себя чувствуете? Я чувствую отлично себя, благодаря вам. В палате Лейсан Хажаевой из Нижнекамска все время врачи. Один вопрос. Как самочувствие? Еще в конце декабря она была на грани смерти. Весь последний год Лейсан жила с диагнозом цирроз печени. Это результат гепатита С. Женщину тогда поставили в очередь на донорский орган. Состояние ухудшалось, и она впала в кому. Моя мама – это мой стержень. Я понимала, что моя почта просто уходит из-под ног. Я не хотела отпускать. И я поняла, что нужно действовать. И донор нашелся. Тогда врачи «семерки» решились на серьезную пересадку. Работали совместно с медиками РКБ и онкологического диспансера. Все 10 дней вот этих вот праздничных, они выхаживали вот эту пациентку. Это вообще ежеминутно, ни разу 7-й горбольницы. Печень, пораженная тяжелым циррозом, к моменту госпитализации функционировала всего на 4%. Спасти женщину могла только экстренная пересадка. Понимаете, это вот первая трансплантация в этой огромной клинике печени. Изначально планировалось, что мы начнем с трансплантации печени, а у нас она вот случилась только в том году. Но мы это сделали, и мы гордимся своим результатом. Трансплантация печени – это также еще и про то, что кто-то не доживет, кому-то не достанется, кто-то не перенесет операцию. Вот такие вот 3 градации могут быть. Здесь в данном случае пациентка дожила, дождалась и выжила. Лейсан ежедневно благодарит
своих спасателей. Вы понимаете, когда вы уже вышли, вы понимаете, что вы 2 раза выкарабкались с того света, вы подходите к окошку, вы видите совсем другими цветами. Вот честно, плакать хочется. В 2025 году в «семерке» пересадили 3 сердца, 3 почки и печень. Это новое достижение огромной команды врачей и медицины Татарстана. Всего в республике сегодня в очереди на новую печень стоят 120 человек. Ильшат Низамединов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Уборщица 37-го лицея Нижнекамска, получившая ранение в результате нападения школьника, будет выплачено 500 тысяч рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев. По его словам, женщине удалось отвлечь внимание нападавшего, что помогло избежать более серьезных последствий. Также глава района анонсировал создание городской антибуллинговой программы, если подтвердятся данные о травле подростка. Пилотной площадкой может стать 37-й Нижнекамский лицей. Нам необходимо не просто разобраться в единичном инциденте, а выстроить систему, которая максимально защитит детей, создаст в учебных заведениях здоровую, дружелюбную и безопасную среду. В Татарстане планируют изменить график работы молодежных центров, продлив его до 9 часов вечера. Также необходимо расширить возможность получения бесплатной психологической помощи. Ее потребность за год выросла на треть, до 18 тысяч обращений. Охват услугами центров психолого-педагогической помощи составил 130 тысяч человек, то есть всего около 10% от численности молодежи. Об этом сегодня сообщили на итоговой коллегии Министерства по делам молодежи. На заседании с участием Фарида Мухаммедшина подвели итоги минувшего года. Как отметили, эти и другие меры должны помочь в профилактике деструктивного поведения среди подростков. Усилить эту работу на республиканском совещании поручил Рустам Миниханов. Как сегодня отметили, к чему могут привести упущения в этой сфере, показали события в Нижнекамске, где школьник напал с ножом на уборщицу, а также в Куюках, где ученик пытался отравить своих одноклассников. Также необходимо повысить воспитание цифровой культуры. По данным исследования, около 60% молодежи состоят в группах в соцсетях, которые пропагандируют мигрантофобию, локальный национализм, экстремизм. Озабоченность вызывает популярность контента, нарушающего традиционные ценности и формирующего искаженные представления о свободах, нормах поведения, травле, стрельбе в школах, вовлечении детей и подростков в преступную деятельность. Это увеличивает риски информационной нестабильности в молодежной среде и требует от нас комплексного подхода к формированию устойчивой цифровой культуры. Необходимо пересмотреть принципы работы учреждений, внедряя принципы клиентоцентричности, перевести часы активности с 12-13 часов до 21, а не закрываться в 17 часов. Также, безусловно, должна продолжиться работа по противодействию фейковой информации в молодежной среде и профилактике деструктивных проявлений. Насколько они опасны, мы с вами вновь услышали в новостях из Нижнекамска. Нужно работать и с такой молодежью, через движение первых, уполномоченных в школах, задавать созидательный тон и предлагать альтернативы. Сейчас молодежь составляет четверть населения республики, это более 1 миллиона человек. Ежегодно на обновление молодежных центров выделяется более 2 миллиардов рублей. Однако, как отметили, эти учреждения посещают менее 10% юношей и девушек. Как показали опросы, более половины молодых людей не знают об инфраструктуре и возможностях для молодежи, в том числе грантах и жилищных программах. Жилищный вопрос остается ключевым фактором, препятствующим созданию семей и рождению детей. Одной из главных задач на 2026 год назвали разработку новых предложений по решению жилищных вопросов и внедрение механизмов исламской ипотеки. Благодаря решению Раиса Татарстана совместно с Академией наук для улучшения жилищных условий уже стартовал проект грантовой поддержки молодых ученых. Новации года – совместный конкурс молодежной научной ипотеки. К сожалению, возможность 2025 года реализована не в полной мере. В текущем году планируется присуждение 16 грантов. Ожидаем большей организационной активности со стороны Минмолодежи и заинтересованности от вузов и иных организаций. Ряд отдельных инициатив, которые мы совместно с республикой проработаем, в том числе на федеральном уровне. Это возможные инициативы, связанные с жилищной политикой и поддержкой молодых семей. Эта тема сейчас очень важна.
Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь он принимает участие в работе крупнейшей в мире выставки пищевой промышленности «Галфуд». Ежегодно она объединяет свыше 5000 компаний из 125 стран. Татарстан представлен на «Галфуд» 6-й год подряд. Раис республики принял участие в открытии российского национального стенда и провел переговоры с зарубежными партнерами. Почему для Татарстана «Галфуд» в переводе «еда в заливе» не просто событие, а инструмент расширения экспорта, расскажет Рамиль Шайдулин. В эти дни Дубай – мировая столица пищевой индустрии. Здесь проходит «Галфуд» – крупнейшая в мире выставка продуктов питания и напитков. Ассаламу алейкум. Спасибо. Так друг друга на полях выставки приветствует Рустам Минниханов и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум. Раис Татарстана отмечает хорошую организацию. Очень прекрасная выставка. Хорошая организация. Всегда добро пожаловать. Что продаем? И где делаем? Тула. Молодцы. Здесь же Рустам Минниханов принял участие в ключевых мероприятиях выставки. Вместе с федеральным министром сельского хозяйства Оксаной Лут он открыл российский национальный стенд в Дубай Экспо-Сити. В России принимает 11-й раз участие в этой выставке. Количество участников у нас увеличивается. Наверное, это самая большая площадь сейчас для представителей России в выставке. В 2 раза у нас увеличилась площадь в этом году. И участвует 140 компаний. Это самое большое, наверное, участие за всю историю участия России в выставке. Здесь находят партнеров, заключают контракты и расширяют географию экспорта. По итогам прошлой выставки татарстанские компании подписали 20 контрактов, а совокупный экспорт продукции АПК Татарстана за прошлый год составил $512 миллионов. Из них 45 миллионов – продукция халяль. Стратегическим для республики становится рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Экспорт вырос на 32%. И на сегодняшний день нет страны, на которую мы не могли бы отгружать. Здесь же ряд деловых встреч. Одна из них с Саадом бин Абдулмахсеном Аль-Руссайсом, председателем Совета директоров крупной инвестгруппы из Саудовской Аравии. Мы очень настроены активизировать наши контакты с вами, с вашей. Раис республики пригласил его посетить Татарстан и принять участие в Казань-форуме. Я думаю, что у вас вообще большой потенциал, достаточно конкурентоспособной продукции. Халяль представляет Татарстан в Саудовской Аравии. Также Раис встретился с президентом Палаты инвестиций и бизнеса Индии Манпритом Сингхом Наги. Рустам Минниханов сообщил, с прошлого года в Казани работает генконсульство Индии, а в Индии есть торгово-экономический представитель Татарстана. Товарооборот достиг $370 миллионов. Что касается Татарстана, я должен выразить вам свою благодарность за ту поддержку, которую мы получили от вас по нашей совместной работе. Однако нет совместных инвестиционных проектов. Руководители договорились о необходимости обмена делегациями. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Дубай. Сегодня, 26 января, отмечается Международный день таможенника. Впервые его отметили в 1932 году, когда Всемирной таможенной организации исполнилось 30 лет. От имени правительства Татарстана, работников и ветеранов отрасли поздравил премьер-министр Алексей Песошин. Он отметил, этот праздник символизирует высокий уровень доверия общества и государства людям, которые стоят на страже экономических интересов страны, обеспечивают законность и порядок во внешнеэкономической деятельности. Цитата. «Современная экономическая обстановка ставит перед сотрудниками таможни непростые задачи и требует для их решения высокой ответственности, честности и самоотдачи. Благодаря вашему профессионализму Россия эффективно защищает свои экономические рубежи, развивает внешнюю торговлю и поддерживает равноправные и прозрачные отношения с международными партнерами». Конец цитаты. Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем студента. В своем канале в мессенджере Макс Раис республики опубликовал видео поздравления с архивными кадрами казанских вузов. В ролике здания КФУ, ранее известного как Казанский императорский университет, черно-белые снимки студентов прошлых лет и современные учебные корпуса Казани. Здесь же выдающиеся люди, чьи студенческие годы прошли в вузах на территории нынешнего Татарстана. Среди них Лев Толстой, Владимир Ленин, Абдулла Алиш, Михаил Симонов, Сергей Аксаков, Станислав Говорухин, София Губайдуллина, Ментимир Шаймиев и Марат Хуснуллин. В подписи к посту Рустам Минниханов отметил, что студенческие годы – это не только учеба, но и время формирования личности и рождения ярких идей.
В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма сегодня прошел День открытых дверей для абитуриентов нового учебного года. Школьники и их родители из разных регионов России познакомились с образовательными программами, увидели объекты наследия универсиады, новые учебные пространства и узнали о правилах приема и новшествах приемной кампании. Среди гостей семья Магомедовых из Дагестана. Глава семьи несколько лет назад проходил здесь курсы профессиональной переподготовки. Университет мне понравился, я уже предложил сыну по этой деятельности уже пройти обучение. Красиво, хороший университет, много возможностей. Будущие абитуриенты оценили и новые пространства. В университете открылся учебный ресторан. Основа профессии здесь обучают преподаватели вуза и действующие рестораторы. Не только сервировке, но и грамотному подходу к гостям. Это управленческие будут моменты. Для многих абитуриентов выбор вуза связан с личной историей. Маргарита Семенова хочет пойти по стопам мамы. Смотря на ее работу, как проходит здесь студенческая жизнь, мне очень нравится. Я очень хочу сюда поступить. В этом году университет предлагает абитуриентам и новые возможности. Новое направление, которое появилось в колледже, это техническая эксплуатация информационных систем. 80% учебных мест бюджетные, а сам учебный процесс – это многоуровневая система подготовки от колледжа до аспирантуры, где спортивная и научная база тесно связаны с практикой. Сегодня наши ребята имеют возможность не только заниматься в лучших спортивных залах, в лучших аудиториях, в лучших лабораториях России, но они еще имеют возможность видеть лучших спортсменов, лучших тренеров. День открытых дверей завершился общением с приемной комиссией. Школьники узнали об условиях поступления и сделали еще один шаг к выбору будущей профессии. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Теперь ТНВ есть и в национальном мессенджере Макс. До встречи! Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Мы выбираем Родбан. Это проверенная гипсовая штукатурка, которая удобно наносится и легко разравнивается. Кнауф Родбан подходит для любой бригады. Айда Здравур для ваших кур. Яиц горы даже в зимнюю пору. Кормовая добавка Здравур Несушка. Принцип действия простой. Яйца летом и зимой. Мечтаете о собственной бане? Приходите на нашу выставку. Убедитесь в качестве и выберите свой проект под ключ. От фундамента до потолков парной. Строим качественно, строим быстро. Ваша баня – наша работа. 208 19 55. Большой выбор мебели в торговом комплексе Савинова. Ямашева, 93. Не плати за подписку больше, чем тебе нужно. Выбирай удобный срок продления. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Я доверяю свои глаза клинике Омикрон. Восстановим ваше зрение за 12 минут. Выбирайте, где отдохнуть, вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Как разместить сбережения с выгодой? Выбрать сберегательную программу с привлекательной ставкой. Оптимальный срок. Иметь возможность пополнения и выплаты процентов, когда вам удобно. Сберегательные программы КПК Поволжья. Когда все сложилось лучшим образом. Здравствуйте, ИСМС в студии Эльвира Мифтахова. В предстоящие сутки в Татарстане морозы наконец-то отступят. Подробности после полезной информации. Ищите, где обновить интерьер или сделать ремонт, но не знаете, с чего начать? Тогда вам точно стоит заглянуть в торговый комплекс Савинова по адресу проспект Ямашева, 93. Большой выбор мебели в торговом комплексе Савинова. Ямашева, 93.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-западе республики в Тетюшском, Буинском, Апастовском, Дрожжиновском, Камско-Устинском и Каевецком районах температура днем от 10 до 12, ночью от 11 до 13 градусов мороза. Ожидается облачная погода и местами будет снег. В центральных районах в Нурлате, Аксубаево, Новошишминске, Черемшане, Чистополе, Мамадыше облачно. Осадки будут местами. Температура в течение суток от минус 12 до минус 16 градусов. На юго-востоке республики в Альметьевске, в Лениногорске, Бугульме, Бавлах, Урусу, Азнакаево и в Заинске температура днем и ночью от 14 до 16 градусов ниже 0. Будет пасмурно, осадков не обещают. На северо-востоке в Набережных Челнах, Нижнекамске, Муслюмовском, в Сармановском, Актанышском, Мензелинском, Агрызском районах температура днем от 12 до 13, ночью от 12 до 14 градусов со знаком минус. Будет облачно, и снег будет повсеместно. На северо-западе республики в Сабинском, Тюлечинском, Кукмарском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах температура днем от 11 до 12, ночью от 11 до 13 градусов мороза. Будет облачно и снежная погода. В туристических городах республики в Свияжске, Болгаре и Елабуге облачно, местами осадки. Температура в течение суток одинаковая от 10 до 12 градусов мороза. В Казани облачно, ожидается снег. Температура днем и ночью 10 градусов ниже 0. Ветер юго-западный сильный. Его порывы достигнут 7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Оно составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность 70%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. В студии была Эльвира Мифтахова. Удачного начала новой рабочей недели. Всего доброго!